Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем про неудачную попытку водителя Дэу скрыться от полиции. Большая скорость была, не справился с управлением. Почему он боялся встретиться с автоинспекторами. Покажем, как столкнулись два едущих друг к другу навстречу трамвая. И какую роль в происшествии сыграла «Газель». А также ограбление магазина перед камерой видеонаблюдения. Это и не только прямо сейчас. В Бугульме потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошел несколько часов назад во время учебного полета. По предварительной версии, у воздушного судна отказал двигатель. Самолет не долетел 2 километров до аэродрома и был вынужден сесть прямо на поле. На борту самолета находилось 2 человека. Это курсант Санкт-Петербургского авиационного университета гражданской авиации и пилот. Оба не пострадали. В результате вынужденной посадки у самолета сломалось шасси. На месте работает оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона. За считанные минуты умножил свои проблемы в несколько раз. По рассказам очевидцев, водитель Дэу Нексии проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться. Началась непродолжительная погоня, которая закончилась аварией на улице Давыдова. Автомобиль перевернулся несколько раз и едва не загорелся. Что было дальше, знает Айгуль Батрудинова. А почему вы в наручниках? Не знаю сказать, значит, только камера. Почему несколькими минутами раньше не подчинился требованию автоинспекторов об остановке, а только увеличил скорость, молодой человек также затруднился рассказать. Едущая Дэу Нексия привлекла внимание сотрудников ГИБДД своими выключенными фарами. Машину попытались остановить, но водитель предпочел скрыться. Погоня была недолгой. Большая скорость была, не справился с управлением. А во что врезались? А по ребрик и на рельсы взлетел. Автомобиль перевернулся несколько раз, встал на колеса и остановился. Через считанные секунды из-под капота Нексии повалил дым. Тогда пришлось вызывать и другие экстренные службы. Прибывшие на место пожарные вытащили аккумулятор и не допустили возгорания. А медики осмотрели водителя и его пассажира. Госпитализация никому из них не потребовалась. Все это время автомобилист находился в наручниках, чтобы еще раз не предпринял попытки скрыться. Ему предложили пройти экспресс-тест на алкоголь. Мужчина не отказался. 31 тысяч рублей. Алкоголь, все нормально. Алкотестер подтвердил, водитель не выпил ни капли спиртного. В этом инспекторы и не сомневались. Но трезвым его все равно не считали. По мнению стражей порядка, у водителя были признаки наркотического опьянения. Для постановки диагноза мужчину повезли на медицинское освидетельствование в больницу. Если результат будет положительным, то автомобилиста с высокой вероятностью отстранят от управления транспортным средством на ближайшие годы. И им, вероятно, заинтересуются врачи из профильной клиники. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня на перекрестке улиц Несмелого с Кировской дамбой столкнулись 2 встречных трамвая и «Газель». Один из вагонов при этом сошел с рельсов, перегородив при этом не только путину и проезжую часть. Что послужило причиной, разбирался Ленар Гинатуллин. Скорость небольшая была. Его просто развернуло. И получается, я его остановил, можно сказать. На ходу остановить трамвай под силу оказалось только другому трамваю. Благо, ничего на пути вагона не оказалось. Они столкнулись в 10:36 на пересечении Кировской дамбы и улицы Несмелого. Один из них двигался по 5-му маршруту в сторону железнодорожного вокзала. Это конечная остановка. При повороте на Кировскую дамбу его задняя ось сходит с рельсов. Многотонная машина разворачивается чуть ли не поперек дороги и задевает борт двигающейся рядом «Газели». А передней частью вагон таранит трамвай, едущий навстречу. К счастью, пассажиров было немного и никто не пострадал. Там, похоже, у них рельсы. Играет же сейчас земля-то. Дорогу, видно, сыграла, одна сторона поднялась. Мы все оттуда поворачиваем, и у него зад вылетел, и меня задел. Водитель «Газели» предположил, что произошло все из-за неровности железнодорожного полотна. Аварийная служба быстро приступила к ремонту этого участка пути. Версию, что вагоновожатый превышал скорость, все отрицают. То есть скорость у него небольшая была? Ну, скорость, как обычно. Но сам водитель трамвая не проронил по этому поводу ни слова. Сошедший с рельсов трамвай перегородил практически весь перекресток, в результате чего образовался крупный затор. Дорогу освободили довольно быстро, оба трамвая отправились в депо. Теперь им предстоит ремонт. На эксплуатационные характеристики грузовика царапина на боку «Газели» не повлияет. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, Вызов 112.
На пересечении улиц Шамиля Усманова и Восход сегодня утром столкнулись Hyundai Solaris и Renault Duster. Ни один водитель не признавал вину, аргументируя тем, что каждый ехал на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения никто не пострадал. Водители остались дожидаться сотрудников автоинспекции для детального разбора происшествия. 42-летняя женщина призналась в убийстве своего 52-летнего сожителя. Как установили следователи 21 мая, они пили спиртные напитки у нее дома. Во время возникшей ссоры подозреваемая взяла нож и воткнула его в шею мужчины. Он скончался на месте. Затем женщина уложила тело на кровать и пила еще 5 дней. После она забрала банковские карты и документы покойного, пошла в его квартиру и похитила оттуда ноутбук. Вернувшись домой, она завернула тело в штору и спустила в подвал, а затем вымыла следы преступления. К этому времени родственники потерпевшего обратились в полицию. Его тело было обнаружено в ходе осмотра места жительства подозреваемой. Зашел в цветочный магазин, пригрозил продавцу ножом и забрал всю выручку. Камеры наблюдения в одном из торговых павильонов в Приволжском районе Казани запечатлели ограбление торговой точки. В 4 часа утра мужчина ворвался в магазин, опустошил кассу и спешно покинул павильон. Полицейские задержали его по горячим следам. Какое наказание теперь грозит грабителю, знает Анна Городнова. Он пришел в цветочный павильон без 10:04 утра. Дверь была закрыта, но клиентам там рады в любое время. И продавец быстро пустила мужчину внутрь. Пожалела об этом через несколько секунд. Мужчина тут же дал понять, что интересны ему совсем не цветы. Достал предмет, похожий на нож, и стал требовать наличность. Девушка-продавец спряталась. Деньги, нападавший из кассы, не торопясь забирал сам. Полицию сотрудница павильона вызвала сразу. В результате организованных мероприятий экипаж патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования по горячим следам задержал подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель города. Свою вину он частично признал. Также его причастность к совершению преступления подтверждается наличием записи с камер видеонаблюдения. Кроме этого, в ходе проведенного личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. Сумма ущерба составила почти 3000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Она в данном случае предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Окончание расследования мужчина будет дожидаться под арестом. Анна Городнова, Ленар Гнатуллин, вызов 112. 2 человека погибли в огне при пожаре в частном доме в селе Большие Кабаны Лаишевского района. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 22 часа. Через 5 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Огнем был охвачен весь деревянный дом и надворные постройки. Соседи сообщили, что внутри могут находиться люди. С огнем спасатели справились через 40 минут. Площадь пожара составила 211 квадратных метров. И во время разбора сгоревших конструкций обнаружили тело 25-летнего молодого человека, а чуть позже и тело 44-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к оглашению приговора организатору кредитно-потребительского кооператива «Сберсоюз». Как установили следователи, 38-летний Антон Кирилюк создал организацию, в которую 1500 человек вложили 430 миллионов рублей в надежде на большие проценты. Больше своих денег вкладчики не видели. Айрат Тазипов продолжит. У него такой офис хороший, надежный, девочки там сидели, операторы. А сколько вы потеряли? Вспоминать о том обмане Фариде теперь неприятно. Таких, как она, доверившихся кредитно-потребительскому кооперативу «Сберсоюз» 1500 человек. По версии следствия, в 2011 году Антон Кирилюк, он на скамье подсудимых, создал эту организацию для привлечения денежных средств от населения. Поверив обещаниям инвестиций в различные коммерческие проекты, которые якобы принесут колоссальную прибыль, люди, которые приходят по делам и пострадавшими, вложили почти 430 миллионов рублей. По факту, как установили следователи, это дело было классической финансовой пирамидой. Деньги использовал по своему усмотрению. Совершил финансовые операции по приобретению недвижимого имущества в городе Казани. На деньги вкладчиков, в том числе обвиняемый, приобретал дорогостоящую недвижимость в Казани. Какой приговор ожидать? Деньги отдать мне. А его мне вообще не надо. Свою вину Антон Кирилюк признает. Более того, в 2015 году он сам пришел в полицию с повинной. С учетом этого снисхождения наказание было назначено в виде 8 лет. Я полагаю, что если суд поддержит наше предложение, по крайней мере, граждане будут довольны, хотя призрачно, что он вернет им эти денежные средства в ближайшее время. Вопрос, будет ли возмещать ущерб, подсудимый просто проигнорировал. Вы отказываетесь, Вы какую-то часть будете возвращать?
суде дело рассматривалось 2 года. Сегодня приступили к оглашению приговора. Вердикт, вероятно, будет провозглашен через несколько дней. Айрат Назифов, Энергия Анатольевна, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.